Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сулья Азими. Здравствуйте. Сегодня президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, и президент Грузии, уважаемая Саломе Зурабишвили, обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Грузией. В поздравительной телеграмме президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, президенту Грузии, уважаемой Саломе Зурабишвили, говорится: «Ваше превосходительство, уважаемая президент Грузии, прошу принять наши теплые поздравления по случаю знаменательной даты в современной истории отношений наших стран – 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Грузией. Наши народы связывают давние традиции дружбы, взаимного уважения и доверия. За 3 прошедших десятилетия нашим странам удалось развивать и укрепить двустороннее сотрудничество в различных сферах взаимных интересов, в том числе в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Мы имеем положительный опыт взаимодействия на площадках многосторонних структур сотрудничества, оказываем друг другу постоянную поддержку в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Уверен, что благодаря совместным усилиям межгосударственные отношения Таджикистана и Грузии будут и впредь развиваться, наполняясь новым практическим содержанием в соответствии с коренными интересами народов двух стран. Желаю вам, ваше превосходительство, доброго здоровья и новых успехов в профессиональной деятельности, а дружественному народу Грузии мира, стабильности, благополучия и неуклонного прогресса и процветания». В поздравительной телеграмме президента Грузии, уважаемой Саломе Зурабишвили, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, говорится: «Ваше превосходительство, от имени грузинского народа и от себя лично искренне поздравляю вас с 30-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Республикой Таджикистан. С 1994 года по настоящее время отношения Грузии и Таджикистана развиваются плодотворно. Уверена, что мы и впредь будем предпринимать важные шаги по развитию и укреплению грузинско-таджикских отношений, дружбы и партнерства во благо процветания наших народов. Ваше превосходительство, с выражением глубокого уважения желаю вам успехов в вашей ответственной деятельности на поприще служения вашему народу, а дружескому таджикскому народу мира и процветания». Утром 5 августа президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, провел телефонный разговор с председателями Сагдийской и Хатлонской областей, городов и районов Айни, Фархор, Вахдат, Нуробод и Сангвор. Заслушал их отчеты об устранении последствий стихийных бедствий и по другим актуальным вопросам. Особое внимание было уделено восстановлению домов семей, пострадавших от стихийных бедствий. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, выразив обеспокоенность медленными темпами восстановления, потребовал ускорить работы, чтобы пострадавшее население было обеспечено новыми домами и бытовыми условиями до Дня государственной независимости. Председателям указанных городов и районов также было поручено взять под свой непосредственный контроль процесс ремонта и восстановления учреждений сферы образования до отдаленных селений и самим лично принять акты о выполненных работах. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, также дал поручение руководителям областей указанных городов и районов по своевременному и качественному выполнению повторного сева и подготовки к зимнему периоду, подчеркнув, что руководство всех городов, районов и другие ответственные лица должны уделять серьезное внимание этим вопросам. Государственная независимость – начало качественно нового исторического этапа для современного Таджикистана. Государственная независимость – это самое священное и величайшее достижение таджикского народа, самый драгоценный дар нашей жизни, предмет гордости и чести каждого жителя страны. Независимость и свобода стали началом качественно нового исторического этапа, и Таджикистан за годы государственной независимости достиг заметных результатов на пути обеспечения политического, социально-экономического и культурного развития страны. Одними из достижений периода независимости является определение национальных стратегических целей в сферах энергетики, транспорта, продовольственной безопасности и промышленности, благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат, инновационное и высокотехнологичное производство – это залог качественного и ускоренного перехода экономики Таджикистана из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную страну. В настоящее время принимаются меры по эффективной реализации четвертой стратегической цели – ускоренной
индустриализации страны. В последнее время, благодаря созидательным инициативам и начинаниям руководства исполнительного органа государственной власти города Душанбе, расширено строительство промышленных предприятий, социальных учреждений, современных дорог, спортивных сооружений, современных парков и скверов, центров обслуживания в столице страны. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Сегодня Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. Душанбе включен в список самых зеленых городов мира и является одним из самых экологически чистых городов Азии. У вас очень красивая страна, у вас очень красивая столица. Душанбе очень красивый город. Отсюда не хочется уезжать. Уважаемые телезрители, это были все главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.